Добрый день, земляки и уважаемые гости! Сегодня в Хунзасском районе будет зажжен еще один факел. В торжественной церемонии принимают участие советник председателя правительства Республики Дагестан Батал Вагидович Баталов, начальник управления делами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Расул Сираждинович Хайбулаев, директор государственного казенного учреждения Дагсельхозстрой Магомед Майрбекович Юсупов, депутат Народного собрания Республики Дагестан 6-го созыва от партии «Единая Россия» Хучпар Загидович Хучпаров, представители подрядной организации, представители газовой сети и все мы, жители Хунзасского района. Друзья, напомню, что газификация в нашем районе ведется по программе Министерства промышленности и энергетики Республики Дагестан, а внутрисельские газораспределительные сети возведены в рамках мероприятий программы «Устойчивое развитие сельских территорий», осуществляемых подведомственным Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, государственным казенным учреждением Дагсельхозстрой. Подведением газа занимается подрядная организация ООО «Хунзасское эксплуатационное управление». Слово предоставляется главе муниципального района Хунзасский район Нурмагомеду Максудгаджиевичу Задиеву. Ассаламу алейкум. Добрый день, уважаемые, дорогие земляки, уважаемые гости. Сегодня у нас такой очередной праздник в районе. Такой праздник, о котором, наверное, мечтает каждый населенный пункт нашего района. Очередной раз мы подаем газ селению Абуда. Я думаю, дальше мы еще будем продолжать населенные пункты, которые расположены на этой линии. Подача газа – это не только вот символически подаемый газ. Эти условия – это один шаг приближения наших жителей сельских населенных пунктов, приближаемых к городским условиям. Все условия, которые есть в городе, мы уже создаем и в населенных пунктах, которые у нас в горах. Хочется поблагодарить руководство Республики Дагестан, правительство Республики Дагестан, Газпром Межрегионгаз Республики Дагестан, Министерство сельского хозяйства, всех, кто принимал участие в этих мероприятиях, подрядную организацию хочется благодарить. Конечно, все приложили усилия, чтобы подать этот газ в этот населенный пункт. Я думаю, и прежнее руководство нельзя забывать, руководство района, которые приложили усилия к подведению этого газа. Нельзя забывать и тех жителей этого населенного пункта, которые приложили усилия именно, чтобы подали этот газ сюда. Всем огромное спасибо, и я надеюсь, что все будут пользоваться на радость этим газом. Конечно, нельзя забывать и безопасность, про безопасность при пользовании газом. Это все люди думают, что так легко и приятно, есть опасность при использовании этого газа. Надо быть очень аккуратным. Желаю, чтобы всем этот газ принес только радость. Поздравляю с праздником всех. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется советнику председателя правительства Республики Дагестан Баталу Вагидовичу Баталову. Ассаламу алейкум. Добрый день, дорогие хунзасы, дорогие удинцы. Сегодня я здесь участвую в приятной миссии по поручению руководства. Открыт один из объектов. Их сегодня строит казенное учреждение Дагсельстрой по республике более 50. Из них более 20, значит, объектов газификации, 10 объектов водоснабжения, спортивные площадки и так далее, и так далее. Самое главное, что
Министерство сельского хозяйства и учреждение Даксельстрой вчера даже на совещании, когда мы обсуждали, дали слово, что все объекты до конца года будут сданы и все финансовые средства будут освоены. Это большое дело. Работа проводится по всему Дагестану, и на севере, и на юге. Основное внимание, значит, руководством республики и главой республики Васильевым и председателем правительства Дунаевым уделяется решению социальных проблем, значит, горных районов. Поэтому, как говорил один руководитель такого высокого ранга, он говорит, в Дагестане те люди, которые живут в горной местности, в горных районах, им надо все приносить домой, даже вот выплаты какие-то там, пособия и так далее, за то, что они живут в таких условиях и находят себе кусок хлеба, добывают в таких условиях, их надо носить на руках. Низкий поклон вам, абадинцы. Спасибо за все. Слово предоставляется начальнику управления делами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Расулу Сираждиновичу Хайбулаеву. Салам алейкум, Абадрил Джамаат, дорогие хунзавцы, земляки. От имени по поручению министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Гусейнова Абзагира Абдурагимовича я приехал сюда, чтобы поздравить вас. Хочу напомнить, что газ в нашем районе появился благодаря первому президенту Республики Дагестан Алиеву Мухогимбатовичу. Это в далеком, по-моему, 9-10 году. До этого считалось, что невозможно сюда газ провести, что это экономически нецелесообразно. Но благодаря тому, что Мухогимбатович поставил этот вопрос перед президентом России Владимиром Путиным, газ, голубое топливо пришло в наш район. И сегодня мы открываем, наконец-таки, в нашем селе этот газ. Вы знаете, какую помощь, как это скажется на жизни наших земляков, как тяжело было топить в свое время кизяком, углем, сколько денег на это уходило. Сейчас абадинцы, гузол-кулинцы, город-кулинцы, надеюсь, в скором времени и все хунзавцы будут жить в условиях, в которых они достойны. Поздравляю всех. В связи с запуском объекта строительства газификации селения Абада Хунзавского района приказываю наградить почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан следующих работников АПК. Генерального директора ОАО «Хунзавская САУ» Гамзатова Гусейна Хадисовича за высокие показатели производственной деятельности, большой вклад в строительстве объекта газификация селения Абада Хунзавского района. Министр Гусейнов Загид. Наградить начальника отдела РСТИ КС ГКУ РД Даксельхозстрой Гамзатова Магомеда Хучбаровича за добросовестный труд, достигнутые успехи в работе и значительный вклад в развитие сельских территорий. Наградить главного специалиста отдела РСТ КС ГКУ РД Даксельхозстрой Муртазаева Гаджимурада Далгатовича за многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в работе и значительный вклад в развитие сельских территорий. Еще раз поздравляю всех. Газификация выступает важным аспектом в плане повышения комфорта проживания в сельской местности и серьезной экономии ресурсов. В реализации этой сложной и стратегической задачи лежит огромная заслуга Даксельхозстроя. Слово предоставляется директору Даксельхозстрой Магомеду Майрбековичу Юсупову. Мне очень приятно, что уже не первый раз мы сюда приезжаем по такой приятной миссии, заканчиваем объект и подаем голубое топливо, подаем тепло в дома наших земляков. Как директор Даксельхозстроя хотелось бы раскрыть наши некоторые планы. В следующем году наша программа будет в некотором другом формате происходить. Мы приступаем к комплексному обустройству сельских территорий. У нас есть определенные намеченные планы и по Хунзавскому району. Мы очень плотно взаимодействуем и прорабатываем это с моим другом, с вашим главой Хунзавского района Нурмагомедом Махсудгаджиевичем. Также представители вашего района
очень активную роль занимает и в Министерстве хозяйства, и поэтому, я думаю, все эти планы будут реализованы в ближайшее время. У нас еще есть ряд объектов, которые мы, к сожалению, не завершили. Это также объекты газификации, это объекты, связанные с водоснабжением этого района. Мы и перед вот этим джаматом, я думаю, нас услышат и другие районы, которые также ждут от нас завершения этих объектов. Мы уверяем, что в настоящее время есть полное понимание этих проблем, и руководство республики, и глава республики, и премьер-министр, и вот здесь присутствует советник премьер-министра Баталов Баталагидович, который очень активно нам помогает. Все в этом плане сейчас мы коллективно принимаем меры для того, чтобы все выделенные средства, выделяемые средства на развитие этих территорий дошли до конечного результата. И я уверяю, что в ближайший год-два мы все эти долгострои завершим. Плюс к тому, все наши намеченные планы в рамках синхронизации по газификации Хунзакского района и всех остальных районов, особенно горных территорий Республики Дагестан, они в ближайшие пятилетки будут завершены. Я думаю, мы сможем действительно сказать, что о том, что Дагестан полностью газифицирован. Есть определенные проблемы с водоснабжением, это наиболее актуальная проблема, и глава республики этому вопросу уделяет самое приоритетное внимание. В настоящее время разрабатывается план водоснабжения и обеспечения чистой водой всей территории республики. Поэтому хотелось бы от простых селян немного терпения, понимания, и чтобы вы в своих молитвах не забывали просить успеха нам и всем нам в тех делах, которыми мы на сегодняшний день занимаемся. Я поэтому вас от души поздравляю. Я надеюсь, мы в ближайшее время сюда вернемся и откроем еще объект водоснабжения, и в ряде других сел откроем объекты, и будем также друг другу смотреть в глаза и отчитываться о проделанной работе. Всех поздравляю. Магомед Марагевич, спасибо вам. Слово предоставляется депутату Народного собрания Республики Дагестан от партии «Единая Россия» Хучбару Загидовичу Хучбарову. Салам алейкум, хунзакцы, салам алейкум, абудинцы. Мне очень приятно сегодня поздравить абудинцев с такой радостным днем подачи голубого топлива. Я хотел бы поблагодарить главу республики, правительство, главу Хунзакского района за синхронизацию этой работы, поблагодарить всех подрядчиков, которые работали в этом направлении. И надеюсь, что планы республики еще газифицировать весь наш район. Вот на 2020 год еще около 10 сел у нас есть в плане газификации. Надеюсь, что все эти планы будут реализованы и все у нас получится. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется руководителю эксплуатационно-газовой службы Хунзакского, Гиргебельского и Унцуклинского районов Джамбулату Муртазалиевичу Пирмагомедову. Ассаламу алейкум. Абудирил год колу гозолк жамаатылу. Хунзак район. В первую очередь хотел бы поздравить вас успешным пуском газа от имени лица руководства «Газпром» газораспределения Дагестана Ризвана Казимовича Газимагомедова и межрайонного управления Центральное Сахаватова Джамалдина Запировича. В первую очередь, наверное, с вступлением в газ в действие хотелось бы пожелать вам, чтобы вы его пользовали уверенно, успешно и соблюдали, наверное, безопасность. Безопасность – это в первую очередь, главное. Всем вам желаю удачи, успехов, благополучия, добра, радости в каждом доме. И большое баркало гостям, которые приехали к нам, поблагодарить народ за то, что проживают в таких условиях, но с надеждой на наилучшее. Слово предоставляется руководителю СУ Гамзатову Гусейну Хадисовичу. Ассаламу алейкум, абадаль джамаат, Хунзак район джамаат. От имени строителей тоже хочется поздравить вас всех с пуском голубого топлива в наши дома. Это газ не только тепло, но и уют, и улучшение быта жизни наших людей. От себя
от строителей. Одновременно хочется поблагодарить Министерство сельского хозяйства, руководство службы дирекции заказчика Дагсельхозстрой, руководство района и всех людей, которые приложили усилия для завершения пуска газа. Также хочется поблагодарить, сколько мы занимаемся газовыми сетями, межрегион газораспределения Дагестан, руководство. Тоже хочу поблагодарить за то, что столько усилий прилагают в подаче газа не только Обода, но и другие населенные пункты Хунзасского района. Одновременно всего этого бы не было, если бы не было патриотов села, которые в первую очередь приложили, ходили по станциям и используя свои дружеские, человеческие отношения и свои ресурсы, которые добились подачи газа в эти населенные пункты. Но эти люди не хотят, чтобы озвучили их имена, фамилии, но такие люди в джамаатах есть. Вам всем большое спасибо от строителей и в дальнейшем все, что от нас зависит для подачи газа, другие населенные пункты, водопроводы и другие объекты социально-культурного характера мы будем выполнять качественный срок. Сегодня хочется поблагодарить всех, кто приблизил этот долгожданный день, неустанно трудясь на благо жителей нашего района. Во-первых, хочется поблагодарить главу Дагестана Владимира Васильева, Министерство промышленности и энергетики Республики Дагестан и, конечно, казенное учреждение Дагсельхозстрой и, конечно, всех тех, кто сопричастен к реализации этой программы. Администрация муниципального района Хунзасский район вручает благодарственные письма. Для вручения приглашается глава муниципального района Турмагомед Махсатгаджиевич. Администрация муниципального района Хунзасский район выражает благодарность Гаджимурадову Ахмед Камилю Гаджимурадовичу, начальнику строительного участка Хунзасская СУ, за добросовестную и плодотворную работу, активную общественную деятельность, а также личный вклад в подготовку пуска межпоселкового газопровода в селении Обода, Гортколо и Гозолоколо. Благодарность вручается Магомедову Магомеду Алиасхабовичу. Администрация муниципальный район Хунзасский район выражает благодарность Абдурагимовой Гульджанат Ахмедовне, повару строительного участка Хунзасская СУ, за добросовестную плодотворную работу, активную общественную деятельность, а также личный вклад в подготовку пуска межпоселкового газопровода в селении Обода, Гортколо и Гозолоколо. Администрация муниципального района Хунзасский район выражает благодарность Абдурагимову Арсену Магомед-Гусейновичу. Благодарность вручается Джаблаеву Арби Дагаевичу, работнику строительного участка Хунзасская СУ. Администрация Хунзасского района благодарит Етиновасова Магомед Тагира Аминтазаевича, работника строительного участка Хунзасская СУ. Друзья, наступает торжественная минута зажжения факела по случаю пуска газа в муниципальном образовании сельское поселение сельсовет Ободинский.
Ассаламу алейкум, гости, фунзахцы, абадинцы. Сегодня осуществляется пуск газа села Абада, город Коло, Гозол-Коло, где проживает 1286 человек. Мы ждали это радостное событие долгое время. С пуском газом у нас улучшится жизнь, улучшится сельское хозяйство, все. Работа газопровода сделана очень качественная и добротная работа. За это хочу поблагодарить Министерство сельского хозяйства, Дагсельхозстрой, газораспределительный Газпром, Межрегионгаз, подрядная организация, все, кто имел к этому отношение. Мы думаем, еще это не первая работа Дагсельхозстроя, еще нас порадует еще и новыми объектами. А сельчанам хочу пожелать тепло, уют, здоровья и благополучия. И еще в конце хочу поблагодарить работников газораспределительной станции, которые работали, этих тоже хочу поощрять. Главный инженер управления ООО «Газпром», газораспределение Дагестан, Агарагимов Мурат Абдулхакимович. Также слово предоставляется жительнице села Убода Гунашевой Сафигат Хучбаровне. Он не только стирает грань между селом и городом в плане коммунального комфорта, но и является одним из самых важных жизненных благ, и его радость сегодня приходит в наши села и наши дома. Долго мы ждали сегодняшнего дня. Мы стараемся делать все, чтобы наше село с каждым годом становилось все краше и комфортнее для жизни. Построили замечательный детский сад, благодаря нашим землякам, братьям Магомедовым. Как только газ войдет в наши дома, мы еще многое сделаем на благо нашей малой родины. Знаете, какой самый желанный на деревне праздник? Кого после долгих ожиданий в доме приходит газ? Наверное, многим горожанам это не понятно, потому что они не покупают на зиму тонны дров и черного угля, не ломают голову, где и как хранить горе устаревшего топлива, и не просыпаются в 5 утра, чтобы истопить печь. Мы очень благодарны руководству района и области, особенно ребятам из акционерного общества Хунзахский «Газпром». Они работали хорошо, дружно, с утра до ночи, без выходных. Честь и хвала им. Газ не просто качественный новый уровень быта жителей этих населенных пунктов. Он не даст малым селам исчезнуть с карты района, не оставит дома брошенными, заколоченными окнами, по дворам зарасти травой забвения. И, конечно, итоги решает демографический вопрос. С приходом голубого топлива, несмотря на удаленность, это уже не глушь, не захолустье. Я думаю, все запомнят этот день. Он станет знаменательной датой. Хочется сказать доброе слово работники газовой промышленности за ту работу, которую они провели. Низкий вам поклон. Все, кто причастен к этой работе. Спасибо. Также слово благодарности хочет сказать житель села Гордколо Абдусаламов Хабиб. Ассаламу алейкум, дорогие односельчане, уважаемые гости. Я хочу от нашего маленького села Гордколо, от жителей односельчан поблагодарить всех участвующих на этих мероприятиях, поблагодарить, пожелать всем здоровья, счастья. Наконец-то дождались того дня. Иншаллах, теперь у нас у всех будет тепло. Иншаллах, у нас всех дома будет газ. Всем бархала, всем здоровья. Я Аллах баракат буги батаги, хадин рохали гурданис пхоги батуги. Кинадик бархала. Также от жителей селения Итля хочет сказать слово Арцул Шамиль Гимбатович.
Ассалам алейкум абадрил джамаат. Киддагу туру адина джамаату аннузор кара. Хундерил болди готлиги уни. Чавхидикайн чавхидиракхуни. Рухальдикайн рухальдиракхуни. Нузор баракату гията я бачарагаз. Тот факт, что сегодня спонтанно предоставили слово, когда я выразил тоже возникшее спонтанное желание пожелать вам бараката с этим пришедшим газом. И как глава сказал, безопасности и тепла в домах. В части того, что я просто хотел маленькую вещь сказать, то, что этот газ, он сам по себе мгновением одного пера не приходит. Вот сейчас даже многое, что я хотел бы сказать для Магомеда Марибековича, мы получилось в частной беседе, уже обсудили. Здесь много препонов бывает, и государственные, и тендеры, и так далее, и устаревшие десятками лет там процессы строительства. Поэтому в этой части много усилий было всем джамаатам АБД приложено. Это просто так по волшебству не бывает. Начиная с руководства, кончая каждым жителем. Маленькую вещь хочу рассказать. В селении Итля, когда строилась вот мечеть, это сам единолично построил наш старожил села Камиль. Я поэтому и в лице района все руководство тоже прошу прибыть в воскресенье в 3 часа 17 ноября после обеденного намаза. Будем рады, если вы разделите. За последний раз у вас в больших селах часто открываются мечети в каждом квартале. У нас в Итля последнее открытие было 800 лет назад. Поэтому ближайшие 800 лет будет или нет, не знаю. Поэтому, кто хочет успеть, приходите, пожалуйста. В части Камиля тоже я просто, человек пришел, меня не было, я где-то в тот момент, когда оказалось, он говорит, приходи, нужно открыть. Пришедший мой родственник с Фунзаха, он сказал, слушай, говорит, тебе не будет стыдно, говорит, такие высокопоставленные гости, говорит, придут, говорит, типа, у тебя ни снаружи здесь у этого дедушки, говорит, ни снутри, говорит, толком ничего не готово. Я сказал, говорю, мне совершенно не будет стыдно, говорю, потому что человек за свой счет это ставит, и говорю, чем с кем попало рядом стоять, вот тот день с ним рядом стоять не будет. Поэтому, кто не стесняется позориться с нами, приходите, но факт то, что у этого человека дома нет теплого пола, он в мечети поставил теплый пол, у него дома нет воды, он провел воду, поэтому ценно внимание не там, где оно есть от роскоши, капает от миллиардов 100 рублей, а там, где от 100 рублей отдается 100 рублей. И еще тогда один момент тоже, это нам и клинцам в укор, вас-то это не касается. Здесь сам джамаат Будинский, то, что силен, это видно и по вашим мечетям, и по вашим общественным делам, по этому зажженному газу. Потому что в старину в джамаатах это исключительно достоверный факт. Набеги осуществлялись на те села, где стояли богатые дома. А там, где стояли богатые мечети, там джамааты от набегов избегались, потому что понимали, что стоят аскетичные простые сакли, но очень богатая мечеть. Значит, сплоченный, хороший джамаат. Джамаат, но же, в общем, респект вам, дорогие.